Город Сунжа постепенно преображается под шум строительных работ. К примеру, этот детский сад. Его возведение не только позволит родителям устроить свое чадо в дошкольное учреждение, но и появятся дополнительные рабочие места. Здесь все будет предусмотрено для беззаботного будущего потенциальных воспитанников. Сейчас заливают фундамент здания. Строится оно с соблюдением всех норм и правил. Его основная конструкция – бетон и арматура. Основной цикл работ по строительству дошкольного учреждения на 220 мест начали всего 2 недели назад. Типовое здание строится в рамках целевой программы по развитию образования. Современный, просторный, отвечающий всем необходимым требованиям садик ведут к концу года. Садик глава города нах новостройка же нах баш метиге да ахяне цишхалус багая цанян эштезда yok переиграть оза перевести да о заложить сдается и да школа и в общем что вот эти тяжкий участок под школу итая но от гонах бахнах хаточ аш хожешь интересоваться ну что раз будет. Еще один детский сад, но уже рядом со второй начальной школой в районе железнодорожного вокзала. Планируется заложить к концу этого месяца. Территория местными властями выбрана не случайно. В районе много дошколят, а единственное дошкольное учреждение находится в нескольких километрах, и то перегружено. Площади вместе школы 2 чем-то ер, но садик определили 0,9. Почти гектар ляхты садик. Основном квачем будут полностью экспертизировали голчахдянка, где-то в конце июля дал эндалир бог на булбебо. Помимо нового дошкольного учреждения, власти планируют обновить и саму школу. Старая, построенная еще в 60-х годах, не выдерживает и в плане ветхости, и в плане перегруженности. Поток учащихся большой. Наконец-то наша мечта, она действительно осуществилась. Я думаю, что где-то через год, наверное, у нас уже дети наши могут учиться в данной школе, уже в новой школе построенной, как говорится. Помимо образования и воспитания в городе решается вопрос с ветхими водопроводными линиями на улице Горького. С перебоями водоснабжения и прорывами труб водоканальная служба борется регулярно. Виной всему тонкостенные железные трубы, которые свой век давно отжили. Не выдержали они и на этот раз. Позавчера вечером произошел очередной прорыв. Коммунальная служба, надо отметить, среагировала оперативно. Как отмечают местные жители, проблема с водопроводом стоит очень давно. Воду можно использовать только для полива огорода. Власти обещают вскоре решить эту проблему. Так что жителям необходимо только набраться терпения. И тогда о слабом напоре и некачественной воде они будут только вспоминать. Как и жителям второй серийной улицы. Здесь полностью заменили трубы, сделав приятный бонус в виде новой дороги с тротуаром и освещением. يعني قبل عامون يقبلير شو قاعد تواقش در خيسية تسيت دامك دا خي نبض يعني خجارك خي أشد واقش شو ما محتاجير شو فرقته خني أنا شو فرقته خذ أسفل طول دا باخ دا شوت بيش دوخ دا بيرش بس تنك شو خذ حمدية شو دير رياض خو بدن بيا أوت أيه بيحكي شو والله بوخ دكتي ما برتاس أوت بيحكي أشناخ يرحبي تاج حكي مشكلة شو ساق واقع. Совсем скоро список благоустроенных в городе пополнит еще одна улица. Новый водопровод, асфальтовое покрытие, освещение и озеленение территории. Словом, праздника жителям улицы Роза Люксембург ждать недолго. Рабочие равняют гравийную смесь и параллельно устанавливают тротуарные бордюры. Начиная от колхозного и до конца где-то метров более 400 метров. Более 400 метров водопровод Хейцай и столько же асфальт полностью обулыш. Помимо этого еще улиц Каетра водопровод Хейца. Южная, Шарипова, Щорса, Дружба и Ленина. Что есть? По улице это водопровод полностью Хейца. А Ленинная улица с конца июля дал Андали по городской среде. В общем-то, уже с чакя полностью.
Только за этот год новый облик в Сунже приобрели десятки улиц. На них высадили деревья, создали удобную уличную навигацию, отремонтировали фасады. Благодаря этим изменениям в городе формируется качественно новое пространство для жизни. Комфортным и безопасным оно обещает быть и на этой безымянной улице. Протяженности более километра ер. Полностью реконструкция водопроводной сети. Я его полностью более 40 сантиметров снять, я полностью гравий отбила с левой стороны на горлоток кирбахкирш. И с правой стороны 1,5 метра ширина может это арку буман освещение хоккиос. Двухслойный асфальт кубы. Улучшения наблюдаются в сфере жилищного обеспечения. По инвестиционной программе в Сунже возвели комплекс многоквартирных домов, в каждом из которых по 16 однокомнатных, 2-, 3- и 4-комнатных квартир. Прилегающую территорию подрядчик также планирует благоустроить детскими площадками и зоной отдыха. Расположение домов очень удобное, рядом новая школа и детский сад. خذلوجي طالوجي يواجه شوجال أربعة دبخ حبخ يقير دول كونجي خستاد هذا ديك وده دولوجي محتاج جو زجولوجي شت باخش ناخا احتنا Не забывают в городе о спортивно-развлекательной составляющей. Буквально на той неделе в микрорайоне открыли воркаут-площадку. Объект размером 384 квадратных метров. Уникален как по своим размерам, так и по оснащенности. На площадке уложено спецпокрытие, смонтированы перекладины, рукохода, брусья и шведские стенки. Все из самых современных композитных материалов. ويطبخش مناخه وردي باش مناخه نالش يزج استوبي ليش ميل ده هموز دولشته حبيني من قهق ما تديش سداتش وحما خم بيس يحمد الله خديس يحم пустят шгузин сактулахти шахти мотик. Благоустраивает в Сунже зону для семейного отдыха. На 2,5 гектарах идет масштабная реконструкция набережной местного пруда, велодорожки, детские площадки, навесы и зеленые насаждения. Здесь предусмотрено все для качественного досуга горожан. Общественно полезный объект финансирует меценат, пожелавший остаться неизвестным. Закончить все работы планирует до конца лета. Но на этом преображение города не заканчивается. Впереди строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и ряда других важных социальных объектов. Жарадат Хулухоева, Султан Булгучев, Новости 24.